Подготовка к празднованию 95-летия республики вышла на финишную прямую. Жителей Коми ждет много сюрпризов. Об этом и не только говорили сегодня на оргкомитете торжества. Всех секретов организаторы не раскрыли, но уже точно известно, что на открытие авиасалона в Коми прилетят две шоу-группы, уже знакомая сыктывкарцам «Русь», а также пилотажная команда «Челавия». В качестве почетных гостей заявлены первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, министр спорта России Виталий Мутко. Хедлайнером музыкальной части станет хор турецкого, а еще один сюрприз жители региона получат прямо из космоса. Подробнее Максим Васильев. Атмосферу торжества должен прочувствовать каждый житель республики. В день 95-летия найти себе развлечение по душе. Праздновать будут не только в Сыктывкаре, но именно в столице Коми. Юбилей отметят с размахом. В гости к нам приедут представители 60 регионов. Именно поэтому безопасность – один из главных приоритетов, как и транспортные развязки. Просто возьмите за правило цивилизованного отношения к людям, давайте им заблаговременную информацию, где что будет проходить, в какое время, какие условия, где кто, куда и каким образом может добраться, как можно, условно говоря, добраться пешком, общественным транспортом, так сказать, либо на машине, где будут соответствующие, перехватывающие парковки, где люди могут спокойно оставить машину, не опасаясь, так сказать, в силу большого скопления народа. Один из главных подарков к празднику – авиасалон малой и региональной авиации. Шоу в небе над Сысолой устроят две авиагруппы – «Русь» и «Челавия». Прямиком из звездного городка в Сыктывкар прилетит главный тренажер космонавтов – переоснащенный Ил-76. Летчики-космонавты вообще станут главными действующими лицами. Среди почетных гостей прославленные покорители космоса Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Владимир Джанибеков. Один из главных сюрпризов – поздравление с орбиты Земли. Ожидается поздравление с борта космической станции МКС-49 командиром Анатолием Иванишиным. Поздравление республики с днем 95-летия, которое будет выведено на все экраны, поставленные на площади, в парке и так далее. Точного время поздравления будет уточнено на уровне 15-17 числа. Свой вариант ВДНХ, выставки достижений народного хозяйства, ожидает сыктывкарцев и гостей столицы на Стефановской площади. Здесь тематические палатки разобьют все муниципалитеты. Помимо пищи духовной, порадуют жителей своими изысками кулинары. Здесь и выставка пирогов, и дегустация травяных чаев, а для детей проведут масштабный фестиваль мороженого. Будет куда пойти и любителям спорта. В столице Коми пройдет всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов. Помогать людям разобраться, куда идти, во сколько и когда, будут хорошо зарекомендовавшие себя волонтеры. На сегодняшний день у нас сформирован волонтерский корпус в составе 700 человек. Это 600 человек основной состав и резервный состав, который будет обеспечивать самые массовые мероприятия. Это и фестиваль олимпийских и неолимпийских и национальных видов спорта. Это театрализованное представление, авиасалон. Это список пофамильный. На молодежном форуме «Краха» уже кураторы каждого волонтерского направления были обучены на семинарах. Сейчас работа с волонтерами, проведение семинаров будет продолжаться по отдельным направлениям, где они будут задействованы. Специально к празднику на улице Сыктывкара выйдут 40 новеньких автобусов, работающих на экологическом топливе. Половина из них уже прибыла в Коми, остальные – со дня на день. И после торжества они заменят нынешние пазики на привычных маршрутах. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.